Представьтесь, пожалуйста, и какой у вас проект был, и в чем заключается смысл вашего проекта или бизнес-проекта, скажем, да? Меня зовут Тамара Абдыкеевна Жолдушбекова. Вот. Я сама по образованию экономист. Уже где-то лет 15 я бизнесом, предпринимательством занимаюсь частным. До этого работала в сфере торговли в советское время. Вот. У меня был проект по созданию загородного спа. Проект у меня был в форме только идеи, и я буквально сев за вечер его написала и сделала расчет. Первый день я не выступала, попросила, чтобы я на второй день выступила, потому что мне надо было еще добить финансовую часть. Мне надо было включить финансовые расчеты, и вечером я опять же доделала все эти финансовые расчеты и презентацию делала. Вот. И как презентация, какие инвесторы были заинтересованы? Но заинтересовался, вот когда я выступала, вот он даже активно, когда вообще для меня не первый раз выступать на презентациях, как бы я и конференции сама проводила. Вот. И я обратила внимание, что один из инвесторов, он все время сидел, кивал и смотрел такой, да, одобрительно. То есть это вот как бы, ну, как из опыта презентующего, я вот всегда смотрю на аудиторию, да, кто человек, если смотрит, интересуется, кивает головой, это уже, как говорится, невербальное такое, невербальное такие движения, да, сказать, вот, невербальным языком. И потом, когда я уже выходила, он сказал, я хочу поговорить с вами. Вот. И мы с ним обсудили, поговорили, он заинтересовался, вообще говорит, да, интересный у вас проект, очень понравился, и грамотные все финансовые расчеты, показатели. И мы договорились, что в субботу поедем. Мы поехали с ним в субботу, и еще одна его коллега, женщина, Велислава, это Веселин из Болгарии, он сам болгарин, но проживает и бизнес у него в Голландии, оказывается, в Нидерландах. А Велислава, это его коллега, но она живет, она сама болгарка и в Болгарии. Вот, и они вдвоем поехали, я их повезла на это место, показала им этот Хейланд городок, показала, встретились с менеджером. Им это место очень понравилось, да, говорит, очень хорошо, красиво, вот. Но мы обсуждали с ними, то есть разные, он говорит, а как вы нас то смотрите, если это будет как или в партнерстве, или в долевом участии, как бы, потому что там проект, чтобы выкупить эту недвижимость на ремонт и на обеспечение необходимой мебели и оборудования для аппаратной косметологии, чтобы, вот. И так вот вся эта сумма была в проекте заложена. И, естественно, в залог само же вот это здание. Я сказала, я любые ваши предложения рассмотрю. Вот, мне, в принципе, интересно, потому что я заинтересована сама участвовать в этом проекте, потому что мне нравится вот эта вся, вот эта система. Да, да, мне нравится и сам процесс, мне нравится вообще вот эта область, там, спа, там, красоты, салон, там, и так далее. Вообще вот мне это нравится, и мне это легко, я в этом понимаю, и поэтому я сказала, говорю, в принципе, я любые предложения ваши рассмотрю. Дальше же, если это будет не кредит, то что он сказал, ну, кредит это, говорит, как бы, наверное, нет. Скорее всего, это если партнерство, да, потому что он спросил, какую вы сумму можете вложить, потому что обязательно надо что-то вложить, потому что будет уже ответственность, да, потому что если просто вот я пришла на готов, все дайте мне, и как бы вот такое. То есть сомнения здесь уже появляются, да, сразу? Не то чтобы, допустим, бизнесмены, я вот очень часто общаюсь с иностранными бизнесменами, там, иногда с производителями, там, у них такое отношение, то есть к бизнесу. Человек должен вложиться, тогда у него появляется ответственность и какая-то вот тоже, как говорится, он тоже рискует, он должен тоже чем-то рисковать, чтобы он тогда 100% будет, даже 200% за этот бизнес гореть и на прибыль работать, чтобы это все было, как говорится, реализовалось успешно. Поэтому как бы вот такая, это чисто даже психологическая. Я сказала, да, я это понимаю, я в принципе готова, то есть я большую сумму не потяну, но где-то 20-30 тысяч долларов, может быть, я вложусь вот, на этот проект. Они сказали, давайте нам месяц,
Чтобы обдумать. Обдумать, за, все и против, вот, и потом уже скажем ответ. Вот сейчас пока... К тому времени он обдумает, да? Пока он обдумывает, да, и поэтому это в процессе, как говорится. Я всегда смотрю на вещи позитивно, надеемся, что, как говорится, положительно, и сдвинется, как говорится, лед тронется, и будет тогда уже движение. Потому что любое движение – это жизнь, а любой застой – это смерть. И потом я услышала, что это они все собственными силами организовали, на собственные средства. То есть они просто молодцы, им 5 с плюсом, огромная благодарность и руководству, и самому руководителю Рустаму, который был инициатором этого проекта, потому что я не первый раз посещаю разные проекты. Я была проекты, как приглашали там и ВОЖ, да, допустим, которые проводились на государственном уровне. Но, как вам сказать, если и проводятся какие-то форумы на государственном уровне, они чисто проводятся для определенного круга людей, куда простому человеку хода нет. А это была такая площадка, где любой человек, если у него есть бизнес-проект, какая-то идея, которая рассчитана, и даже может быть уже в процессе, он мог иметь такую возможность выступить, представить вот этот свой проект «Нацию единая».